Здравствуйте! В эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева и в начале главные темы выпуска. Транспортный хаб Юга России. Максимально ресурсы используют. Глава региона проинспектировал строительную площадку нового аэропорта. Какие поручения дал Рамзан Кадыров? Единственный на Северном Кавказе. На уровне МГУ или там Плеханова по оснащению будет полноценно. Руководитель субъекта посетил филиал МГУ в Грозном. Что включает объект? Память героям. Герои защищали свой народ, свою республику и отдавали жизни. Республиканское общественное движение «Турполкой» отмечает 6-летие со дня образования. О работе организации расскажем в этом выпуске. В столице активными темпами продолжается строительство аэровокзального комплекса. Объект будет отвечать самым современным технологиям. Ход работ проверил и глава региона Рамзан Кадыров. О том, как будет выглядеть новая воздушная гавань, расскажет Лейла Муртазова. Рамзан Кадыров в ходе инспекции вместе с депутатом Государственной Думы Адамом Делимхановым и министром Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым ответил на интересующиеся вопросы и развеял слухи, которые ходят среди народа. Глава региона добавил, что именно благодаря оперативному реагированию сотрудников СМИ региона до людей доходит верная информация. слухами обрастает командирш и на халат عيوة спецоперация وبلان بون مصار إلدي شغل رازني مش تعناه خرج شان خيطر يعني تعتقد عشان قاعد يعني إسبوع زريني دعوارج بدون دوتين يعني إذا شيء زي إنفورماسيون غير زوجة بتسألنا تبروكاتون يقدوش إلدي شو دوتين مش Специально войны бат так угичонер Берт новый дала шинтеге Берт школник шауба тунде халак Берт сагрит так войда вода тейпнеш кавирчка мосо авод лам рой нахч ма кой вони аднеш бошдон атан вой стадио учдон сабио учдон ак политику даушдон ак мосо дон направлена دون وابو بيش مصو فيريتش مصو تايبر بيش شابيك يدون وي خلق دون ويدق خلق دون طبعا مصو من قيتش تدرس يقيتش خلق بعض ساهو يازي شي دون دي شي تيهو تصول درس دون إنسان دون سا دون عادي دول جيرجو لا أتصل دون بيد بوتسم مو بريدوماتير شاش بيد بوتسم شو دون هو دي دول دي بريدوماتير درس دون شيء درس دي لا شيء هتدق عطانا كمان دروكي واتش دون لي دون عواش سواش ليس عن سبت زداني وايد غير عدوان الشو قدام دالن دون وينا يبدو جاو إذا سوال يوجيش دون يحتر يدرس دون يودون منافق ما هو الشيخ بدي يشوف منافق وده دون ديرت ستيش لك بيمرت بتسويش دون ورا قبل ستيش دوش خبر لو شيء ولا دين نعطري دون خاص ملو شو جدا بقى تو دون Я упрочниться динальджи слушно замач. Ведущий блогерш, телефон я чуть популярный, разные интернет-пользователь. Кроме того, даже забыл регион hier. Адам Делимханов, в свою очередь, ответил на слухи, которые распускает определенный контингент людей, желающих внести раздор среди населения. يدين دات ينيقبات يغلق دات يتعاهما دات أعمال تنديل تيرة أدمي بات بوغبر ملخو شنتك بوغنا خلق وحلا وها هم ديك بوغ نوختي قام ديخ شخص طبعا نحوت ندل حل هردوخو بتاع تلي تان هم صح باشتي أو تعيط بتها وربط تيجا باقده تيجا ورش حياة تليفون شو هر هدو يدو باخ ونعدل كمان دير حالات وباخ حاون يعدل لزين وباخ حوين وباخ هرد وباخ ورد وباخ شيء شو يلدي تشدود شيء عمال طبعا تان مثلا هادي زكودو هون ملخو هما طبعا ملخو هو دي يعول شنو هو حيل دولهم جاك داخل استا طبعا الدزول دو يسيل لي خبرت
هون يوعي لقمتك توجر ديل دعدوي يتهوش كيتم بوك ازك بوتي تدل شيء شيء لوجي تريو собаки лают караван идет барь. Регион развивается семимильными шагами, регулярно открываются объекты социальной и экономической сферы. Ахмед Дудаев поинтересовался у Рамзана Кадырова, могут ли крупные строительные проекты, реализующиеся в регионе, пострадать из-за введенных санкций. Дорожная карта доштона, по дорожной карте авушу доранс, дайма шун мага арвы масана мага ардон, ответственный еще объект он, вот эти дон, ответственный адам вот вот аэропорт дон, око курирует еще дон, но технический вопрос правительства дон, министерство ведомств дон, общий дон, кураторство взаимодействия строительной организации дон, така цигазага, архитектуре гвоздей дон, така планинг дон. Мосудон, дешник, шадиги взаимодействие, что был на Аушвей дон. А ну да стан, ой, тиги хаус душь, что тига дал беш. Дик дауш бог будон, ой, хала графика хала дон. Дауш тут цар хайл дон, ой, это иньо проект хайлчи, ой дон, намного дон. Хала дают туда стан. Так для этого у нас есть все возможности дон. Так финансовые проблемы яц, но строительные организации, да, строящие проблемы яц. Шадрик дигу да, алхамдулилlah, цар проект, да, на яц, олар яц, да, одеш, да, духал чхена, дюн да, да, вы вещать яц дюрш, да, дюня чабал строитель, экономист, финансист, да, اشياء систем мух ватина бош. Яц дюрш, да, амад аш бабилан бух, из бух тявы, да, коллар يدق دون داخل نقوي تابر دون خيور دون خيت ورا عدم دون قالنش رابدك زوج دون ويش دون وين ملأ دون عندي ناس دسلع دون ديش دون مو بالنص نص ده ديش دون خدا دون да мола дон да وين пробур да الوقت ديش такой да. Еще один вопрос – строительство нового аэропорта. А жители близлежащих поселков выразили свое беспокойство, не затронет ли расширение их домовладения. Поселок Родина, Алханчурт, микрорайон ипподромный Бош, населенный пункт Щук, поселок Щук. Хакузик инспекция хривихи читать социальная сеть, промониторить нира, спозабеж, полбахар, вайхар, населенный пункт, я даю орю, переселить и рютин, я цтен, штат хаттер, жук зайши. رنا ويتغن حقمل بيلقوا مداخل وملخو направление республики شادريجي هوني قاحا بيرتاني مصو سوبيكت شكاتان دوميا سويت دراسة أرعب وبيخش بول ريجيون شكابول ناخ مصو تتبيل اشتغلوا قحبين والطريش والمخارج صوت تتسيش حيوش طريش بقوين إيش تحالدو إذا شادريجي هوني قاحا بيرتدو هون دي ريسل ورنيق نيس تاعت أنو أرلويوش وقابيخش بول باخر واشت أحالوي دحر زدهم كيل شينا دحر وي ايربورت زلجي تي شينا سناخن نو اورلويو نسبي ال ايش نسبي نابو دا المقطع تيغا تا بروبليم يوتش تا قبيخ بوشناخن تنا نو اورلو خريوشات تل ايربورت خريو تل داغر خردوق عوالرو نوفتي جا نوفتي قوما دال ولا проекту аэропорт يعني استوى грозный мол ахмат тавори учи это будет шиш проект на интернет ва и грозный мол ечхена необходимость эти рациональной дуйти вкладывать дырбуш упрошкалар халосот сещва это я функционировать даюли оправдывать дуйцу инвестору вкладывать нахч Инвестор на 100% довольно удобно. Даже с Нового года до праздничка до 23 тысячи, 24 тысячи сутки до чудо нах до нах бош до интитига до да и маначва да буду нах гадон. Сансотки або дыра. Busen да, вот Новый год busen до предновогодний бюс на до 22, 23, 24 тысячи до. Там busen до так нах чвамбош до yok до. Из до чин масштаба до духна буде so. Ist dann ist Doku рабочий меткшю дон чуан непосредственно вокруг дон грозден бол дон Доку рабочий меткшю да там дон вы туристический дон такая вы республика город делает чой дон торговый развлекательный центр все есть дон вы гостиницы есть вы дон киел дон туристический маршрут дон сам масана дон любой магазин Дубай дон фонтан или хаус бридж пошел здание хаус бридж дон куда море дон
dik bolsa da Dubai da nahdo da imana zabiti gastin šulci da turisti šulci duć pešin Peter ja da sai da исторически здание šumšu da ci no voć da so skuzala i prosto da qade da nahod ja turisti Sunt de da turistički направление развивать есть и плюс да сельское хозяйство промышленность параллельно да наша дик внимание на сельское хозяйство да и тоже да это тоже да результат что еще да было да وقت يشتري خلال دون صعب ويشتكوا يوجدون ويشل كاجدي أبيك دون تان أسوس ذات يشبهوا يقولون دون صعب مسيح شو ده دون أكدون هم ديك العين دون أتخيل العديش يعتروا بوش دون ده جوي بليزكي كمان دعبش ويجوا لنجح يشتي وين هاي لوريتي وين أوش ملورتي إنفستن دون بروبلم شديدة دون بوش ويبرك سيستم ضايع إنفستن شيء أسلوبي دون طبعا دون så bra bärs då gotchak då jag hade rätt att tjäna då har prioritet jag tjänar då så det är men betrader då шаш då волен då шен vad som är urstånd då och dolsh då är då så är سيدي في اخترقوا سنتر وشاقي بيرو مس عيقنا وسنتر ولا اوتو تن افكتيفنستي شا ناхан ичубахлар отстепнери дикин хылады На строительной площадке работа идет полным ходом. Адам Делимханов доложил о достоинствах комплекса, на каком этапе все протекает и насколько проект уникальный. ويبل единственный полоса ю сега хаши Росавиация ще требования стане шей специфик в моду да це полоса я бог без войны шагу но совместно как бы единственный полоса я да це требования стане це лицензия шоу мой компания ще полоса ще лицензия وين необходимость это что делать це цены совместно мосу аут бог абьюш мута соица Москва вот чена вице-премьер Марат Титан Санкатир то ша يشاء قوي نير حلقة الدكتور республика Вьетнам да para проектом يشمل ديك أبروج الإنسان شاش حاج بوديش بودال ملا سوتيشو para аэропорта в России из самый хозяйош тёллайош да нахана ويخل المكان يبوخ بوش نان حلقة يحكم بوش да خطروا ديش تقول ملا عبرتي Аэропорт будет иметь статус международного в свете последних событий, связанных с проведением специальной военной операции и санкций, наложенных на страну. Возникает вопрос, будет ли он рентабельным и востребованным. Международный аэропорт международный аэропорт разные европейские западные почалшкар дайс рейш да материал хейтон еще вайн цигар дайс еще рейш там махар авиасообщение وين ولا грузить тягать عن под западным влиянием حتى يولوش لا تشوف وين ده وقع حال ده دقيق كيف نفعه что перед ده заправлять też ده شيء ده заправка شيء ده дадуть ده يوق ده مش аэропорт المير ده обслуживание يوق لقوا ده Sunt la международный аэропорт, шока да, мелла да, да, задача да, на хинти да, юндак да, каждый государство да, регион да, взаимодействие наладить есть да, так, вы халт да, духовый нахбеж получмете да, кем наш хит то что так субсидии да, я да, за рентабельность сорти да, кем да, да, вот тинчан бюджет, ах выделить надо становится. Stjadon bespelers på det stan. Mellan hana dastamade och idag måste då patchalskabu där regionskabu. Alltså dock bollbolche då pyre då diver fresh i stjadon. Med chans av att iskali då med chans av att vi skall ta väl och vi skall där då det digna grej då. Men hur hena då att kem du skall sig då hade jag begynna att så då det blir då mellan då så hur när var ställ håll där stan och så вопрос снизу озвучится. Дельмацию не европейский почалш. Да с кем он ждет? Москва дуэл хитон Россия. Ну, до конца года да, спецоперация да, Чехия, да, Чехия да, так неправильности своих действий да, европейские государства да, признают Запад да,
станет на колени, да, и, как обычно, да, европейские государства должны будут взаимодействовать, да, во всех сферах, да, с Российской Федерацией. Другого Отечественный. Том Чакберсон, Озгайнасан. не должно быть и не будет. Аэродромный комплекс класса «Б» способный принимать до 12 самолетов одновременно, благодаря 4 современным терминальным портам, которые будут оборудованы парными телескопическими трапами. Также на территории будущего аэропорта возведут 18 зданий и еще 17 сооружений, необходимые для обслуживания аэродромной части и командный диспетчерский пункт. Так, как дела? Нормально все, да? Воду что? Первый взлетно-посадочная полоса на 3200 на 45. В бетоне еще обочина по 7,5 метра, сварная по 60 метров. Мы вначале выкапывали 3 метра по проекту, пришлось выкопать еще на 3 метра 80 сантиметров глубже. Сейчас землей мы поднимаемся обратной засыпкой, 4 метра будем засыпать по 30 сантиметров с уплотнением землей. Далее ПГС у нас 40 сантиметров, потом 20 сантиметров щебня. И потом у нас ШПЦС, толщий бетон, потом уже основной тяжелый бетон ВТБ 4,2, 40 сантиметров. Вот. Внутри будет проходить кабель переходы, также кабель каналы, также будет дренажная система, полностью ливневка, дренажная система и светосигнальное оборудование, которое тоже нужно будет сделать. Вот эта полоса, она куда идет до конца? Вокруг у нас идет, то есть вон там, посмотрите, уже забор, мы начали строить, вот забор идет. Вокруг, рядом с забором патрульная дорога 12,5 километра. Вот. Эта полоса будет примыкать, наша действующая полоса превратится в магистральную рулежную полосу, мы будем примыкать эту полосу рулежкой туда, и ее будем использовать как для рулежки и подъезда к перрону. Вот, в эту полосу мы сейчас, хотя и погода не очень удачна, пока мы все укладываемся в тот график, который у нас есть, и работа делается полностью и полноценно выполняется. Оборудование необходимое там для дренажа, для светопродачки мы уже оформили контракты, некоторое оборудование уже привезено на площадку. Проект улучшена, развивается аэропроект, предприятия, компании, беш хабов, шейхан санитар улучшится, но теперь уже муслим министерство, масса они бобина. И проект изменений еще, проект изменений еще, да, экспертизы чулоши, бог центр, низ бин бол, низ бина, мосо аурин, бол, танис белла, сонит поза аучера, алуште буду, да, на хит аливая, эл совещание, мосо подрядчик, щада дизель, буду хушву, ему буду диз хушву, сайдмаунт, как всегда, любой метя управление хади, это, да диз ща, дештол низ, дештол да, тхош. Ценовой, мех, бичаму, буду полностью контроль работы. Еш буду, алмулас, еш буду, таханвай, массохенавай, деш махаллары, вот четким кюгелик проект чекер, сашихуя, да, алмулас. Удачи, yok проект, юхарвай, бахкан массо авар, ну каян дюн да имна президент цухайна, арвай кел аэропорт избош. Тюнс бин бортани, тагана шадрик хадошду, он дересел, да, вот я берт кевер. Ахмад сила, Аллаху акбар. Солдан, на самом деле, я и новый, да, он более ответственный, да, он сайт Мамад Шадон, зарекомендовать дикие вина Москва строек шесть, он ночью Шадон, он подрядчик, он грозный, мол, такая, возьмой минутка, дошел дом, чайки, он объект, что он, он сейчас действительно как состоящая строительная компания, он доказать не нужно, он максимально он просто требования он он строительные организации, что он что он привлекать есть, что он так прямая связь, общий курил, полный вещь, он одному он максимально качественно, он срок, он фирма ездил, он угитал хаз, адмашан, в первую очередь, для тех людей, которые мы будем служить, создавать самые комфортные условия. Всех целует, что это не один год строимый, 50 лет, латки еще,
технически вести правительство локации велосипедов Адам вице-премьер основной цимра Цунзолочка это слушая полный войны, он по взаимопониманию поддержкаю, мы шайрк стоит организация, что مسوما تعال كي تدعي ديشتك هدعي ديشتك وقع بالبجان ده ديشتك لا تصدق نلخو ما دون سراز نمدنا دون رشاد دي شو حمد وقع دون لا تزلو خلوب سبيساتي يشك وزكورتي يشك دعيق يشك كلنا دون سراز خدمة ديزر دون شق تقدير شديد كده هوقع دون آدم عوض شنا دون هوقع دون قلنا دون هاي كوس ديال دون На площадке задействованы настоящие профессионалы и более 90 единиц спецтехники. Обратная засыпка, выемка грунта и уплотнение. Такие работы на данный момент ведутся над взлетной полосой шириной 71 метр, длина 3300, а глубина более 6. Вопрос, связанный с внешней коммуникацией, также успешно решен. Глава региона отметил, что самая приоритетная задача, которая стоит на данный момент, это правильное использование ресурсов и бюджетных средств для успешного выполнения столь амбициозного проекта. Проект продается, он общей стоит 35 или 36 миллиардов. Ведь это чуть ли единственный объект, аэровокзал, который бюджетно охватывает финансирование Обанду, и позиция Масид Чудер, делаешь позицию Обанду, что она руководство от Ахштеловой. Да, шхивая, пожаха, помимо аэропорта, покаешек, полоса, идет, внешняя коммуникация, а еще ой, республику Эляца, ой, ездил. В этом направлении Чечен энергогазифи уже чекала в ухах, еще, конечно, массу аван, ну и вопрос. Я так решил, но массу и вопрос, ну еще, ой, вложение шесть, ну и фонду, война остал дальше, и было дохватено. Болдон, hoka будет разно, но мы мастере общей задачи, hoka максимально правильно использование бюджетных средств, hoka максимально выявшие ресурсы использовать ешь, тут балалат даламу, яла мельдюлом выявшим шайги писок яла использовать ешь, из мелла инвестор на дон, so сейчас дополнительно средства служат из дон, что дигрут, цен мелла условия создавать из, цен мелла дон, цен дешевить это дон, и проект дон, из тяда велосипед без басара дон. Общая задача вот что да стон, да молодой, сроки реально дон, тахаздон, открытие дон, тахаздон, кем на что, да, да, вот когда киел объект дон, да, пурбан, даже в рамках России даже Из-за растущей привлекательности к региону и высокого потока туристов с различных регионов страны и зарубежья подобное воздушное расширение просто необходимо. Также аэропорт создаст около 800 рабочих мест и обеспечит доступ к основным туристическим направлениям на юге России. Лейла Муртазова, Шейх Мансур Умалатов, Саид Селим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». На базе Международного Грозненского университета появится филиал МГУ. Его строительство уже на завершающей стадии. Стоит отметить, что учебное учреждение такого масштаба единственное на Северном Кавказе. Проинспектировал объект глава региона, слово Амине Тупелаговой. Строительство Московского государственного университета на базе Грозненского международного университета вышло на финишную прямую. Осмотреть объект и убедиться в этом лично прибыл глава субъекта вместе с соратниками. Территория общая 26 гектаров, 75 тысяч квадратных метров, все корпуса, 8 зданий, это 3 учебных корпуса, 18 тысяч. Вон там это столовая, далее слева и справа с двух сторон 2 общежития. Мужское и женское по 60 человек в каждом, отдельные комнаты с кондиционером, с ванными, туалетами. Вон там спортивный комплекс, это для футбола, баскетбола и так далее. Там же внутри есть полуолимпийский бассейн, наверху фитнес-центры будут, и женский, и мужской отдельно. За этим зданием полноценное футбольное поле с мачтами, есть баскетбольная площадка, волейбольная, большой теннис. Общая 26 гектаров. Площадь строительства 75 тысяч квадратов. ما رايك ايش ده يعني ده ويخل حيركو ده за 2,5 месяца полностью полностью. Хозин дикая да стал. Внутри все уже без мебели и оборудования уже практически все готово. До конца марта обещают мебель и
хотите все оборудование принести, мы выбрали довольно хороший перечень. Если все принесут, почти на уровне МГУ или там Плеханова по оснащению будет полноценно. Мы брали за основу Плехановский вуз, последний, который он построил, и требования по оргтехнике брали. Там дальше актовый зал на 750 человек, отдельное здание, где можно мероприятия разные. Дальше, если нам понадобится, общежитие сейчас, я Да. площадь. Да, 100% понадобится. Студенты. МГУ филиал ШИАЭТ, это единственный филиал Юг Россия, СКФУА и ОЧА. И вот действительно Северокавказский филиал придать статус и в дальнейшем поручение цели был. И плюс уже в бюджете тоже, Рамзан, после вашего обращения предусмотрены деньги на содержание, финансирование вот этого филиала, и базовое оборудование, мебель, штарик, а уже исходя из тех специализаций, которые будут открываться, дополнительно будут лаборатории, они будут уже лабораториям оснащать свои факультеты. И таким образом будет полноценный факультет здесь, в этой республике. По специализации, потом в дальнейшем 5 специализаций, уже по мере необходимости будут другие специализации открываться. И, соответственно, удобно именно Ближний Восток, ментальность, религиозная ментальность, эти студенты уже будут дополнительно сюда приезжать, да, и обучаться у нас. Есть ряд вопросов, которые в ходе реализации проекта требуют коллективного рассмотрения совместно с представителями МГУ. Рамзан Кадыров выразил уверенность, что они будут урегулированы в кратчайшие сроки и самым наилучшим образом, ведь на кону качественное образование. Как у нас общее состояние, ситуация дома? Это же для государства, для народа. Важная государственная задача. Да. Поэтому мы просим, чтобы вы с пониманием отнеслись. Мы здесь ничего не ищем, мы нашли частное партнерство с государством. Это тоже такой момент, не всегда построили, передали такой так скажем, хороший объект и плюс оборудование, если они принесут то, что мы выбрали строительной компании. Это для нас очень важно, нужно. Поэтому если мы будем поддерживать с вашей стороны, а мы со своей стороны будем делать все возможное и невозможное, то я думаю, что мы откроем хороший факультет. Первым делом руководитель субъекта осмотрел основной корпус, где его проинформировали о том, что будет располагаться на его территории и о вместимости студентов. В рамках реализации проект претерпел изменения. Например, атриум, где будет располагаться зона отдыха, было решено сделать закрытым, дабы добиться всесезонного использования. Второй учебный корпус, полностью ремонтная часть, полностью часть оборудовать, электрик. Единственное оборудование. Это первый учебный, главный корпус. Он слева, справа, пишите. Всего 3 учебных корпуса. Салам алейкум. Мы находимся в главном корпусе, скажем так. Здесь размещается ректорат учебного заведения. И здесь предусмотрены учебные классы для того, чтобы 622 обучающихся проходили обучение. Справа и слева расположены еще 2 корпуса. Значит, там в одном из корпусов, первом, 1204 обучающихся, и в левом корпусе 1009 обучающихся. В каждом корпусе есть такой атриум, где можно сделать зимний сад, он закрытый, поэтому круглогодично можно сделать небольшие кафе, зону отдыха, благоустроить эту территорию для того, чтобы обучающиеся могли с комфортом проводить время между занятиями. Эта доработка, изначально проект не предусматривал перекрытие этой территории, но так как мы находимся в России, есть свои погодные условия, решили сделать так, чтобы круглый год с комфортом пребывать в зимнем саду. Как Крокус Сити, во всех 3 корпусах именно такое решение. Это доработки, которые уже сделали в ходе рабочего проектирования. уже без Площадь данного здания
19 900 квадратных метров, 3 надземных этажа, 1 подземный. Все необходимое для обучения, все классы, переговорные, комнаты для профессорского преподавательского состава, ректорат и фундаментальная библиотека расположены именно в этом главном корпусе. Все остальные корпусы тоже на 99% все финишные работы закончены, инженерка вся сделана. И вот сегодня и завтра у нас 2 дня, когда мы с представителями МГУ проходим рабочий процесс, и итогом должна стать дорожная карта, в которой расписаны все точки, чтобы в этом году университет запустился, чтобы мы сделали все, что нам необходимо по передаче, они сделали все необходимое для приемки этого кампуса, потому что здесь нельзя рассматривать как отдельные какие-то здания, учебный корпус такой. Здесь можно только как кампус учебного заведения, в который входит и спортивный комплекс, и здание общежитий, и здание актового корпуса, и здание общепита, то есть все в комплексе. Все строения, которые находятся здесь, должны быть переданы в управление МГУ. Международный для всех, кто хочет учиться до факультета МГУ, до Чеченской Республики. Также на базе вуза будет оборудован спортивный корпус, что поможет на качественном уровне проводить для обучающихся не только учебные пары, но и курсы физической подготовки по различным направлениям. Одно крыло спортивного комплекса занимает бассейн. Длина его составляет 25 метров, а глубина водного полотна 2,5 метра. Совсем скоро здесь будут установлены трибуны. Смело можно сказать, что остались последние штрихи. В этом же крыле будет располагаться медпункт и тренерская. На 2-м уровне целая площадка свободного назначения. Второе же крыло занимает спортивный зал и помещения под различные секции. Спортивный зал, да. Баскетбол, волейбол, мини-футбол, различные другие виды спорта могут где-то и для бокса место найти. Наверху будет уже тоже подготовлено помещение с качалкой. Белую или вот мы смотрим синюю, либо белую? Лучше белую. Наверху 2 фитнеса, женский и мужской, с качалкой, со всеми тоже оборудованием. Здесь на 2-м этаже, да, есть помещение специально. Отдельно мужской, я не женский. Со своей раздевалкой. Плюс тренерский, плюс там. И вот еще здесь 2 площадки, и с той стороны площадка. Ну и дальше есть перспектива развития. Площадь позволяет, можно улучшать и улучшать. Есть площадки для размещение дополнительных корпусов общежитий, есть площадь для того, чтобы какие-то еще спортивные площадки делать. Поэтому территория большая, более 26 гектар. Весной благоустройство закончим. Газон, деревья досадим и уже полный фасад еще приведем в порядок и будет полноценно. Плодовые, значит, есть максимально. Да, мы уже посадили. Да, плодовые. Пользовали, искусственно, имущественно. Витамин перебора? Да, в корпусах общежитий предусмотрено двухместное размещение. В каждом корпусе по 130 человек. Ну, соответственно, в ту сторону и в ту сторону есть еще площадки, чтобы увеличивать при необходимости. То есть, чем больше заполнения будет, тем можно достроить вот эти 2 объекта и обеспечить потребность проживающих людей. Да. Спасибо большое. В целом кампус впечатляет своим масштабом. 8 корпусов, и это не предел. Общий размер территории в 26 гектаров позволяет вносить корректировки. Примечательно и то, что санкции в отношении России никак не повлияли на реализацию проекта. Главной изюминкой проекта является сам проект, потому что такого комплекса не существует на Кавказе на сегодняшний день. Все, что предусмотрено проектной документацией, все материалы, все оборудование отвечает необходимым стандартам, требованиям. Никаких проблем у нас не возникло. Какие-то системы, которые нужно было поменять в процессе, или там какие-то отделочные материалы, это без проблем было сделано, потому что достаточно хороший рынок существующий, и с помощью импортозамещения мы спокойно реализовали все, что задумали.
Здесь будут подготавливать специалистов в области менеджмента, прикладной математики и информатики, фармации, биотехнологии и лечебного дела. Первый набор студентов ожидается уже в сентябре текущего года. Амина Тупилагова, Магомед Басаев, Аслан Ахматов и Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. Сотни людей погибло и тысячи пострадали в Турции и соседней Сирии из-за землетрясения магнитудой до 8 баллов. В данный момент службы спасения двух стран пытаются извлечь из-под завалов оставшихся в живых. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале выразил слова соболезнования и поддержки братским мусульманским народам. От себя лично и от всего чеченского народа выражаю искренние слова соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и президенту Сирии Башару Асаду, а также турецкому и сирийскому народам в связи с этой ужасной трагедией. Пусть Всевышний Аллах дарует терпение близким и родным погибших и поможет оправиться всем пострадавшим. Воистину мы принадлежим Аллаху, и к Нему предстоит возвращение. Саал Хаджи Межиев провел встречу с муфтием Луганской Народной Республики Мухаммадом Исмаилом Гамбаровым. Она прошла в Духовном управлении мусульман республики. Собравшиеся отметили, что подобное общение очень важно в столь непростой период и способствует укреплению дружеских отношений между регионами. Саал Хаджи Межиев подчеркнул, что единство и сплоченность двух субъектов необходимо в противостоянии с общим врагом. После стороны подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Тахана уайцарсана договор подписатина договор цахилчи уайцарсана хаз вошалит аха дик отношения шер дела из чадаш договор подписатина дал мола бол жигарбаqa цхани дел нихтяqa хига онелчи сига набиучберг из бохбол бу из газоту дел мослашин дуал ак дел нихтяqa хигар из القرآن شعبه بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ديل خيران تاع ديكش بالغان تاع ووشي غدياش اشت اوز ديل دشنتي تجنا ووشي غدر نيق ديل مولاها اشت قهيق نيتوخ. 17 муталимов стали хафизами. Торжественная церемония награждения прошла в селении Чечен-Аул в подготовительной школе по заучиванию священного Корана шейха Абдул-Азиза Шаптукаева. Заветное звание получили 9 воспитанников из самого учреждения и 4 из города Кучулоя. 4 лучших стали обладателями иджаза и официального права передавать свои знания другим. Поздравил выпускников председатель Совета алимов Республик СКФО Хаджи Кадыров, богослов Духовного управления мусульман Чеченской Республики, директора школ хафизов, старейшины и родственники. После успешного выполнения своего воинского долга бойцы 96-го моторизованного полка вернулись из зоны проведения специальной военной операции в республику. Военнослужащие профессионально справились со всеми возложенными на них задачами. Во время нахождения росгвардейцев дома они не намерены расслабляться, а будут улучшать свои боевые навыки на тренировочных полигонах. Стоит отметить, что бойцы не впервые участвуют в спецоперации. Около 4 месяцев находились в районе выполнения специальной военной операции в Херсонской области. Конкретно наш батальон занимался обеспечением общественного порядка в городе, в населенных пунктах. Батальон с поставленными задачами выполнили в полном объеме. Хотелось бы сказать слова благодарности от личного состава Рамзану Ахматовичу за всестороннюю поддержку, мобильную поддержку, в плане экипировки, в плане обеспечения никаких проблем не было. Республиканскому общественному движению Турпалхуа исполнилось 6 лет со дня образования. За годы своей деятельности команда проделала огромную работу по увековечению памяти героев чеченского народа. Также большое внимание они уделяют духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Более подробно расскажем в следующем сюжете. Турпалхуа организацию сотрудник УСО. Так, Ахмад Хаджинек, Адакел Гамбол, сотрудник школы, статья сейчас уж дартхо. Харшукант,
Джабраила Мехди, дал геш дойлцун дал Иман Соболвел, цунглях статья я зуряч дартхо. Одна из тяжелых задач в работе организации у Ильяса Хусаинова. Он связывается с родственниками погибших сотрудников при исполнении служебного долга, чтобы подробнее узнать историю героя, который отдал жизнь за свой народ. В день получается обзвонить около 8 семей. Бывают ситуации, когда вот одному звонишь, и они рассказывают целые истории про своих сыновей, там, мужей. И эта история в течение дня крутится в голове, и никак не получается следующему позвонить. Потому что настолько трогательный и, как сказать, душераздирающий история школ, хурам колесо, история шкладахчи. Собранная информация дается редактору, после чего он пишет статью с историей. Выкладывается она на официальных страницах турполка и в социальных сетях. Благодаря такой работе память увековечивается, и подрастающее поколение будет знать своих героев, не забывая о их подвигах. Это основная и главная цель организации. Активисты этой организации занимаются очень полезной и нужной работой, так как освещают и показывают примеры мужества, публикуют сотни материалов. Это, можно сказать, воспитание подрастающего поколения, показывают, как эти герои защищали свой народ, свою республику и отдавали жизни. Со дня создания организации в рамках духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания команда реализовала более 20 крупных проектов, также проводятся различные акции и мероприятия. Проекты, которые мы на данный момент реализовали, это сад героев на окраине Грозного, это аллея героев в центре города, которая в этом году, кстати, будет расширяться. Также наследие героев проект, который в этом году уже будет межрегиональным. С 2017 года опубликовано более 7 тысяч постов, включая цитаты первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова и главы региона, а также более 900 историй. В последнее время все истории, практически, которые мы публикуем, люди сами выходят на связь, не дожидаясь нашего звонка. Очень интересуются организацией молодежи других регионов. Нас практически везде, во всех форумах, во всех молодежных площадках уже узнают, знают о нашей организации. Мы не раз уже выигрывали гранты Росмолодежи и президентского фонда, а также президентского фонда культурных инициатив. Команда республиканского движения состоит из 10 человек. Это корреспонденты, редакторы, дизайнер, волонтеры и другие. В разработке у организации еще много проектов. Один из них – вот такие сборники. Здесь собраны 101 цитата первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова и 1001 главы региона Рамзана Кадырова. Собирались они на протяжении 3 лет. Огромной поддержкой и внимание за вклад в духовно-нравственное воспитание молодежи оказывает руководство республики. В планах у команды расширить возможности организации. Это создание филиала в районах региона. Мадина Кураева, Хусейн Мурдаханов, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. В школы региона передали 100 сенсорных интерактивных панелей диаметром 75 сантиметров со встроенными камерами и с другой аппаратурой. Новое современное оборудование доставят в образовательные учреждения 4 районов субъекта. Это Грозненский, Курчелоевский, Гудермесский и Наурский. Техническое оснащение было закуплено за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Нужно отметить, что это не первая акция подобного рода. Фонд помогает с оснащением школ на регулярной основе. Мы постепенно переходим на современное, на цифровизацию образовательной среды. Хочу поблагодарить главу республики Рамзана Ахматовича и, конечно же, отдельную благодарность президенту регионального общественного фонда Аймане Синовне Кадыровой, которые каждый месяц, каждую неделю, каждый день от них мы получаем, наши школы, образовательные учреждения получают очень дорогое оборудование, неоценимую помощь. В республиканском комплексе общего дополнительного образования «Квант» состоялись мероприятия к Году чеченского языка. Прошел конкурс эссе по родной речи, также здесь открыли обновленную библиотеку. Подробнее о программе события расскажет наш корреспондент.
Говорить на родном языке, писать и думать на нем, изучать самостоятельно или в школе, любить, уважать и сделать все, чтобы сохранить его исконный вид и звучание. То, что может каждый, но делает ли? В 2010 году ЮНЕСКО включила чеченский язык в список исчезающих, и с того момента стало понятно, что нужно предпринимать решительные меры. Несмотря на то, что годом чеченского языка объявлен 2023, мероприятия, нацеленные на его сохранение, проводились уже давно. Эссе Нохчимет Таньоху, например, пишут уже 5 лет. На этот раз на базе образовательного центра «Квант». В качестве почетного гостя на мероприятии присутствовал министр науки и образования региона Хошбау Дедаев. ديكنا كده وشة قحكة صو عامورك وشترك أو أشتغل وديك أبو مسال شتوي إيشة وكيجر خوشة سيرتي ده موخبو صار هودي عاد قمبو ديكنوا هودي عاد قمبو وونو هودي عاد قمبو صار تنا خوجم أدا أو أناليز يشة بيشت صار حموه دي حموه لو خايترت عشان ثاني يوم إتيم بالقلين قشة. Обновленная библиотека лицея «Квант» должна стать еще одним стимулом для ознакомления с литературой на родном языке. Комфортный читательский зал с мягкими коврами, книжными стеллажами и удобными пуфами. Также есть конференц-зал с интерактивной доской. Кабинеты чеченского также претерпели улучшения. Общее образование, дополнительное образование. То есть дополнительное образование это для всего массовое региона. Мелочь ламболч берш. Ё дополнительное образование оках детский технопарк конториум IT-клуб биоцентр уровня поддержки одаренных детей Ахмат. По словам организаторов, изначально для участия в эссе зарегистрировались 62 человека в возрасте от 14 до 18 лет. Однако число желающих не переставало расти и после закрытия отбора. Те, кому удалось вовлечься, делятся своими впечатлениями. Итоги конкурса объявили в тот же день. Первое место взяла ученица лицея «Квант» Кацуева Жайна. Ей вручили сертификат на 30 тысяч рублей. Языки народов Российской Федерации – это национальное достояние российского государства. Они находятся под его защитой. Также государство на территории всей страны способствует развитию национальных языков, двуязычию и многоязычию. Луиза Яхяева, Мусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Развитие родного языка в искусстве обсудили за круглым столом, прошедшим в Государственной галерее имени Ахмата Хаджи Кадырова. В событии приняли участие писатели, журналисты, художники, доктора исторических наук и многие другие представители светской интеллигенции. На встрече были затронуты такие темы, как роль родного языка в современном мире, важность его сохранения, правила орфографии и часто допускаемые ошибки в правописании, а также вопрос сохранения и популяризации языка среди подрастающего поколения через художественные произведения и другие творческие мероприятия. Иец еще шхилбиеш бу и пейд этчуно хадона цадик хилдиеш до оскигир хвашно. Ибо худу и пропагандировать ол верштон бабиеш бу даема наш нахчи матта нохчочо амалдеша тошду хазаду гиллакеду. Такие события следите за вестями на официальных страницах в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.